Семейные отношения не регулируются российским законодательством, а поговорка «ссор из избы не выносят» прочно въелась в сознание людей. Но ни для кого не секрет, не за всеми закрытыми дверями отношения складываются благополучно. Домашнее насилие – одна из серьезнейших проблем современного общества. В стране до сих пор в поисках совершенного метода борьбы с ней. Часто под этим понятием понимают физическое насилие, однако существуют и другие виды – психологическое и экономическое насилие. И это не просто семейные конфликты, а регулярно повторяющиеся и учащающиеся инциденты. Эта проблема волнует общественных религиозных деятелей, представителей органов опеки, уполномоченных по правам человека и ребенка, которые за поисками ответов собрались за одним столом. В стороне от проблемы не остался и сенатор Совета Федерации, лично принявший участие в дискуссии Мухарбек Барахоев. Собравшиеся, исходя из личных наблюдений, отмечают, что чаще всего случаи домашнего насилия встречаются в неблагополучных семьях. Вот эти действия, связанные с семейным насилием, часто бывают сопряжены и психическим отклонением здоровья того, кто, значит, вот эти действия совершает. А это все, значит, укладывается в логику принудительного лечения. А принудительное лечение – это как раз-таки согласуется с судебно-медицинской экспертизой. На встрече упомянули и всероссийскую статистику, согласно которой в 90% случаев чаще всего от домашнего насилия страдают женщины. Причины разные. Это и финансовая незащищенность, отсутствие поддержки со стороны родственников, правовая неграмотность. Также нередко этому служат традиционные особенности. Проблема усугубляется тем, что пострадавшие женщины не заинтересованы обращаться в правоохранительные органы, что позволило бы предотвратить более тяжкие последствия. Об этом свидетельствует и статистика МВД. За последний год зафиксировано только 3 случая семейного насилия. Также отметили, что в основном заявления о бытовом насилии в регионе поступают от женщин. Заявляемые, они, в принципе, остаются на плоскости латентности, то есть остаются тем нефиксированным. Когда мы изначально, не доводя дело до суда, сотрудники тут есть, они не даст мне соврать, мы собираем комиссию, мы выезжаем. Мы изначально пытаемся как-то с этими людьми поговорить мирным путем, не доводить дело до суда или общественной огласки. Участники круглого стола подчеркнули необходимость создания женского кризисного центра, где пострадавшим женщинам будет оказываться юридическая, медицинская, психологическая и религиозная помощь. Вспомнили и о случае с Аишей Ажиговой. Сенатор, в свою очередь, предложил усилить связь между правоохранителями и органами опеки, чтобы не допустить вопиющих случаев в регионе. Если бы все-таки вот на этом участке органы правопорядка в лице участкового инспектора, соответственно, владели бы ситуацией, эту ситуацию можно было предотвратить. Соответственно, главную роль здесь, конечно, играют правоохранительные органы. Представители органов опеки, в свою очередь, предложили создать общественный совет примирения супругов, так как случаи разводов значительно участились. А Мухарбек Барахоев считает недопустимым разрушение института семьи в ингушском обществе. Законы есть, они действуют, есть определенные механизмы, есть меры воздействия в случае совершения вот этих правонарушений, но нет четко выстроенной профилактической работы. И если мы не будем сохранять все то, что нам помогало веками сохранить вот тот образ здоровой, идеальной семьи, соответственно, никакие законы нам не помогут. К сожалению, в России пока нет специального закона о семейном насилии. Мухарбек Барахоев в ходе встречи рассказал, законопроект о профилактике домашнего насилия находится на рассмотрении в Совете Федерации. Отметил, что такие мероприятия помогают донести необходимую информацию и законодательные инициативы, которые легли бы в проект этого закона. Вопрос профилактики бытового домашнего насилия находится под личным контролем председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. И есть рабочая группа по совершенствованию законодательства семейного бытового насилия. Есть уже намеченные планы до 1 декабря провести анализ законодательства и правоприменительной практики в сфере бытового и домашнего насилия. Участники дискуссии считают, пока нет правового регулирования, ключевую роль в предотвращении семейного насилия могут сыграть религиозные деятели. К примеру, проводить профилактические беседы непосредственно с участниками конфликтов и вести информационные
информационные кампании. По итогам встречи пришли к выводу: побороть проблему домашнего насилия можно только комплексной стратегией. Это и предотвращение путем общественного порицания и применения мер правопорядка. У нас есть соответствующие органы, это имеется в виду и правоохранительные органы, и местное самоуправление, и институты по защите прав человека. Надо начинать с того, чтобы эти органы реально работали. В общем, дискуссия выдалась весьма оживленной. Договорились, что этой проблеме посвятят еще не одну встречу. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.